Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойер Пирзода. Правительство Таджикистана использует все возможности для обеспечения массовости спорта, утверждения здорового образа жизни и подготовки профессиональных спортсменов. Общее количество спортивных объектов, сданных в течение 10 последних лет, то есть с 2008 по 2018 год, составило более 9300 единиц. Только в 2017 году в городах и районах страны было построено и сдано в эксплуатацию 300 спортивных объектов на сумму 175 миллионов самани. В 2018 году этот процесс получил новое ускорение, в результате чего было построено еще 230 спортивных объектов. Общее количество спортивных объектов, сданных в течение 10 последних лет, то есть с 2008 по 2018 год, составило более 9300 единиц. Правительство Таджикистана использует все возможности для обеспечения массовости спорта, утверждения здорового образа жизни и подготовки профессиональных спортсменов. В свете реализации указаний правительства Республики Таджикистан и созидательных инициатив руководства города Душанбе в 2018 году на высоком качественном уровне в столице были созданы 92 площадки для занятия спортом и детских игр, реконструированы и обновлены 12 парков и бульваров. Эти проекты рассчитаны таким образом, чтобы дети и подростки со всеми удобствами могли проводить свое свободное время и развивать физическую подготовку. На территориях, прилегающих к спортивным и детским площадкам, были проведены работы по озеленению, высажены деревья, декоративные кустарники и цветы, что еще больше украшает местность и создает дополнительный комфорт. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. Ученые-геологи в ходе совместных научно-исследовательских полевых работ регулярно делают новые открытия, которые вносят свою лепту в мировую науку. Разработки и открытия наших ученых используются во всем мире в металлургии, оптике, радиоэлектронике, энергетике, тяжелой, легкой, химической, пищевой промышленности и в других сферах производства. Открытия и исследования наших ученых входят в учебную программу по геологии и минералогии всех стран мира. Зумрат Файзиева с подробностями. В текущем году ученые-геологи в ходе совместных научно-исследовательских полевых работ в Айнинском районе Сагдийской области и в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области открыли два новых минерала. Минерал фолгарит найден в местечке Кухи-Малик на правом берегу реки Ягноб, а минерал бадахшанит в 45 километрах восточнее административного центра Мургабского района. Открытые минералы зарегистрированы комиссией по новым минералам и названиям минералов Международной минералогической ассоциацией. Ранее в Таджикистане были обнаружены десятки видов минералов, которые больше нигде не встречаются. Например, таджикит, дарай-пиозит, файзиевит были найдены в местечке под названием Дарай-Пиоз в результате совместных экспедиций таджикских и иностранных ученых, и также они все внесены в Международный реестр минералов. В общем, ученые обнаружили на территории Таджикистана 30 новых минералов. Всего в мире открыто более 5300 видов минералов, и ежегодно этот список пополняется новыми открытиями. Некоторые новые минералы названы в честь великих таджикских ученых-геологов, внесших огромный вклад в развитие как таджикской, так и мировой науки. В недрах страны выявлено, разведано и частично подготовлено к промышленному освоению несколько сот месторождений полезных ископаемых. На базе разведанных запасов различных видов полезных ископаемых были созданы промыслы, рудники, угольные шахты, карьеры, горнообогатительные комбинаты и фабрики, предприятия цветной металлургии и химической промышленности, цементные комбинаты, предприятия, перерабатывающие нерудное сырье, санаторные и курортные лечебницы, комплексы по использованию термальных вод и так далее. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. 6 человек погибли за последние несколько дней в результате обильного снегопада в Австрии. Еще один человек стал жертвой непогоды в немецкой федеральной земле Бавария. Число погибших в результате крушения грузового судна у берегов Турции увеличилось до 6 человек. 7 членов экипажа спасены. В Австралии полчища больших синих медуз атаковали посетителей одного из местных пляжей. Ожоги получили более 3500 человек. СМИ сообщили, что на курорте в Мексике неизвестные расстреляли посетителей бара Вирхиниас. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей.
Число погибших в результате крушения грузового судна у берегов Турции увеличилось до 6 человек. 7 членов экипажа спасены. Ранее сообщалось, что найдены тела 2 погибших. Судно находилось в 80 километрах от Самсуна. Как отмечается, судно разломилось пополам и затонуло. К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. На курорте в Мексике неизвестные расстреляли посетителей бара «Верхиньяс». В результате нападения на бар на курорте Плая-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо погибли 7 человек. Согласно сведениям местной полиции, иностранцев среди убитых не было. Мотивы нападавших, которые расправились с ничего не подозревающими посетителями заведения, неизвестны. 6 человек погибли за последние несколько дней в результате обильного снегопада в австрийских федеральных землях Форарльберг и Зальцбург. Еще 1 человек стал жертвой непогоды в немецкой федеральной земле Бавария. Как сообщается, 3 человека, в том числе граждане Германии и Швейцарии, оказались засыпаны снегом и погибли в горнолыжных регионах. Еще 3 человека, в том числе выходец из Словении, погибли в Зальцбурге. 1 горнолыжник стал жертвой обильного снегопада в немецкой Баварии. В результате непогоды без электричества остались несколько тысяч домов и предприятий. Сообщается, что 4-й уровень лавинной опасности все еще сохраняется в некоторых регионах Австрии, в том числе в Тироле и Форарльберге. Каждый год в зимний сезон по всему миру гриппом заболевает до 5 миллионов человек, а около 250 тысяч человек погибает от него. Сезонная эпидемия гриппа разражается каждый год, но до недавнего времени никто не знал, почему это происходит. Зумрат Файзиева выяснила, как именно вирус передается от одного человека к другому. Подробности в следующем сюжете. Лишь в последние 5 лет ученым удалось найти ответ на вопрос, почему холодная погода способствует распространению гриппа. Все дело в особенностях переноса вируса воздушно-капельным путем. Каждый год в зимний период по всему миру гриппом заболевают до 5 миллионов человек, а около 250 тысяч человек погибают от его осложнений. Грипп очень опасен для детей младше 5 лет и людей старше 60, особенно страдающих хроническими заболеваниями. Частично опасность вируса заключается в том, что он очень быстро мутирует. Переболев штаммом одного сезона, человеческий организм, как правило, оказывается неподготовленным к штамму следующего года. Ученые рассчитывают на то, что понимание причин распространения гриппа в зимний период и падения заболеваемости летом поможет выработать простые и действенные меры профилактики. Повышению уровня заболеваемости способствуют многие причины. Во-первых, зимой мы находимся в более тесном контакте с другими людьми, которые могут являться переносчиками вируса. Во-вторых, в холодную погоду защита организма от инфекций по разным причинам снижается, хотя вышеперечисленные факторы и играют определенную роль в распространении вируса гриппа. Сами по себе они не до конца объясняют ежегодные эпидемии заболевания. Разгадка, возможно, кроется в воздухе, которым мы дышим. Согласно законам термодинамики, относительная влажность холодного воздуха ниже, чем теплого. Эпидемия вируса практически всегда возникает после падения относительной влажности воздуха. Поэтому в холодное время года на улицах может идти дождь или снег, но сам по себе воздух при этом будет суше, чем в теплый период. В то же время ряд исследований, проведенных в последние годы, подтверждает, что в сухом воздухе вирус гриппа чувствует себя лучше, чем во влажном. Грипп – это вирусное заболевание. В зимнее время температура воздуха понижается, а в помещениях из-за обогрева воздух становится сухим. Эти факторы влияют на снижение иммунитета человека и развивается вирус. Ученые подчеркивают, что вакцинация и личная гигиена, а также регулярные проветривания помещения, поддержание в нем режима чистого, прохладного, влажного воздуха, использование солевых капель в нос являются наилучшими способами профилактики гриппа. А если вы уже заболели, то не надо заниматься самолечением. Обязательно проконсультируйтесь у врача, ведь лекарств с доказанной профилактической эффективностью от гриппа не существует. Зумрат Файзиева, Дилшоди Хушвак, телевидение Таджикистан.
Первостепенной задачей фармацевтического образования является обеспечение фармацевтической отрасли страны высококвалифицированными и конкурентоспособными кадрами, способными работать в современных фармацевтических организациях и предприятиях, отвечающих требованиям международных стандартов. В Таджикистане выращивается множество растений, из которых можно изготовить лекарственные средства. И сегодняшние студенты обучаются этой важной профессии. Фитотерапия собрала многовековой опыт наших предков, которые знали о том, как эффективно и рационально использовать силы природы и ее лечебные свойства. Опыт, который реализовывался столетиями, а то и тысячелетиями, успешно доказал свою эффективность. Знания народной медицины, которые передавались как нечто ценное из поколения в поколение на протяжении долгого времени, умноженные на современные научные познания и опыт, в наше время получают студенты на базе Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино в учебном научно-производственном центре «Фармация». Фармацевтический факультет впервые был открыт в нашем университете в 1981 году, но до 2015 года у нас не было базы для прохождения практических занятий и производственной практики. После обращения нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, наш ректор посчитал нужным открыть научный учебный производственный центр фармации, где каждый день студенты занимаются производственной практикой по таким предметам, как фармацевтическая технология, фармакогнозия, организация и экономика фармации и стандартизация лекарственного растительного сырья. В данном центре имеются все возможности подготовки фармацевтических кадров в соответствии с реальными запросами фармацевтической отрасли и задачами, обозначенными ключевыми программами развития фармации в стране. Наш центр имеет 5 отделов, где мы в этих отделах каждый день занимается со студентами. Это отдел готовых лекарственных форм, где студенты изучают порядок поступления, получения товара, порядок хранения товара и порядок реализации товаров, а также введение учетно-отчетных документаций, которые проводятся в системе фармации. Лекарственные растения, чтобы не утратили свой лечебный эффект, необходимо собирать в определенное время и определенным способом. Работники данного центра сами организуют экспедиции, где правильно собирают лекарственные растения. Затем в стерильных условиях проводят сушку и обработку в соответствии с международными стандартами и вручную расфасовываются. При центре «Фармация» функционирует фитобар, где готовятся напитки из натуральных, экологически чистых продуктов и лекарственных растений. В нашем центре имеется фитобар, в котором мы готовим витаминизированные напитки из лекарственного растительного сырья, которое произрастает на территории нашей республики. Поскольку приготовленная нами продукция имеет краткий срок хранения, мы готовим только по индивидуальным рецептам различные отвары, настои в соответствии с регламентом приготовления. Также здесь открыт информационный центр, главной функцией которого является обучение населения рациональному использованию лекарственных средств. Основной целью информационного отдела по лекарственным средствам является распространение объективной, независимой, научно доказанной информации о лекарствах среди студентов, среди преподавателей, среди врачей, среди населения для продвижения рационального использования лекарств. Наличие современной фармацевтической и медицинской промышленности является одним из показателей развитой экономики, сильного научно-технического и производственного потенциала государства. Но для этого необходимо использовать собственный потенциал, кадры и отечественную экологически чистую продукцию. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, Бахудури Истам, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу о развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!